22 июня 1941 года в 8 часов вечера на площади клуба «Ударник» прошел многолюдный митинг. Более 10 тысяч человек слушали сообщение секретаря башкирского обкома ВКПБ Дорофеева о бандитском нападении Германии на СССР. С первых дней Великой Отечественной войны в военкоматы республики подали заявление тысячи человек. Мужчины, негодные к строевой службе и старшего возраста, забирались в трудовую армию. С 1 октября 1941 года на территории республики начали военное обучение мужчин в возрасте от 16 до 50 лет. У нас готовили подразделения по подготовке истребителей танков, автоматчиков, пулеметчиков, минометчиков, кавалеристов, снайперов и связистов. Трудовую армию в годы войны из Башкортостана мобилизировали более 106 тысяч человек. Они работали на строительстве Среднеуральской ГРЭС, на Кировском заводе в Челябинске, на шахтах Свердловской, Пермской и Челябинской областей, на Верхнеоссетском и Новотагильском металлургическом заводах, торфоразработках. Всего в годы войны из Башкортостана на фронт ушли более 710 тысяч человек. Из них около 300 тысяч, то есть почти половина, погибли. Еще почти 50 тысяч вернулись инвалидами. Вспоминает Шестова Анна Федоровна. Началась война. Идем мы с мамой куда-то. Куда ходили, я не помню. Наверное, она меня в садик, в ясли водила. Там ясли, садика не было. Там и ясли, и садик, все было одно и то же. И вот идут женщины, плачут, а мужики песни поют. Но уже выпившие все. Женщин-то, наверное, нет. А я иду и спрашиваю: мама, а что это? Дяди поют, а тети плачут. Она говорит: война, доченька, началась. Поэтому вот дяди уходят на фронт воевать, а мы вот остаемся. Она мне так объяснила. Ну, первый год мы вот жили вроде ничего. Был у нас и хлеб, все-таки немножко. 41 год как раз хлеб давали еще. Но у нас, видимо, и с того года, с этого 40-го был хлеб. Мы не голодовали еще так. А вот в 42-й, 43-й, 44-й, да и 45-й тоже очень сильно голод был. Одежи не было никакой почти. Махры были, ладно. Ну еще. Молодежь варежки вязали, носки вязали, посылали на фронт. Письма писали солдатам. Потом сергибус есть, трава. Вы знаете, нет? Да. Вот. Мы питались вот этой травой, сергибус. Потом у нас щавель рос. И еще вот какая-то, я, правда, не видела, не скажу, собирала вот сестра эту траву. Ну, синие цветочки, говорят, колокольчики. Вот она собирала ее. А не ее собирала, а корни выкапывала. Выкапывала корни, и очень, очень сладкие они, сладимые были. Мы кашу варили. И этот самый сергибус собирали, тоже цветы собирали. Уже почему? Так она сначала кашу, суп варили,
а потом кашу варили. А вот это вот, которую вот Нина собирала, сестра, траву, сушили, размолачивали ее, толкли. Она такая сладкая, корни мыли там, вымоют, высушат, и их вот кашу варили. Ну вот это вот когда в последние годы, это в 44-м вот еще забирали парней, в 45-м тоже, по-моему, забирали. Мало было людей, только женщины, а они работали. Почти круглые сутки почти. Я вот маленькая болела. Мама меня, ну что вот она, меня слепую бросала. Я накормит утром. И я целый день голодная. Сестра у меня была, она уже постарше была. И вот она уже тогда тоже это вот работала. Их гоняли работать. Ну, полоть гоняли. Как-то я однажды пошла, а холодно было. Меня тоже заставили, вроде как это уже после войны, картошку собирать. А я же не вижу. Потом мама говорит: вы что ее заставили идти в такую даль, во-первых. Во-вторых, говорит, она же слепая, она не видит, она картошку у нас никогда не собирает. Она же не видит. Ну, что она видит там чуть-чуть? Вот, и разругалась с ними. Малышей тоже гоняли, которые картошку собирать. Те копают постарше, а мы вроде как собирать должны были. Вот такие вот дела были.